Это мотивационный женский проект, и мы назвали его «Я». Съемки проходят в южно-якутском городе Тамоте на берегу красивейшей реки Алдан. Участницы нашего проекта – 4 самые обычные женщины, вполне успешные, счастливые, но, как и многие, имеющие ежедневные проблемы с нехваткой времени на себя, так как в первую очередь они заботятся о семье и детях. А чтобы по-настоящему быть счастливой, мы все же не должны забывать, что прежде всего мы – женщины. В течение нескольких съемочных дней с участницами проекта будут работать специалисты – психолог, тренер, нутрициолог, стилист, визажист и фотограф, которые будут давать им советы, учить правильно готовить, работать с телом, помогут подобрать им подходящий стиль и макияж. И мы очень надеемся, по завершению проекта наши героини произнесут слово «Я» с уверенностью и с гордостью. Каждая серия – это история одной участницы. Елена Винокурова, 36 лет. Живет в Тамоте, замужем, мама 6 детей. По профессии ювелир-монтировщик и парикмахер. Так как долгое время сидела дома с детьми, не работала. Больше всего гордится достижениями детей. Любит проводить с ними время, рисовать, готовить вкусные блюда. Решила участвовать в проекте «Я». Хочется, чтобы специалисты помогли мне преобразиться, открыть новые возможности в себе и быть уверенной. Хотя Елена по характеру человек открытый и общительный, отсутствие опыта работы в коллективе вызывает у нее беспокойство. Поэтому первую встречу мы ей назначили с психологом. Ксения Ивашковская, психолог-консультант, семейный психолог, помогает взрослым и детям понимать себя, строить отношения и справляться со сложными жизненными ситуациями. Ведет немедицинскую психотерапию в диалоге, обучает навыкам безопасного общения и управления конфликтами. Лена, здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Лена, о чем мы сегодня будем разговаривать? Какую жизненную задачу вы сейчас хотите решить? Знаете, я уже долго сижу дома, да? Как бы 13 лет уже с детьми, все время дома сижу, и мне страшно, да, волнительно выйти на люди, как бы устроиться, например, на работу, да, какую-нибудь. Есть волнение перед этим. Вы хотите устроиться на работу? Да, Пришло время. хотелось бы. Это желание или есть необходимость? Мне кажется, это и то, и другое. И желание, и необходимость тоже входит. И значит, вы 13 лет 13 лет уже, находитесь да. дома. Вы профессиональная мама. Да, да. Да, вы хотите устроиться на работу. Меня тянет к творчеству. Ага. Я сама люблю рисовать и как-то больше тянет к творчеству. Карандаш там, и кистью можно, да. И люблю поделки там, например, делать, да. Сейчас дети в садик ходят, в школу ходят, и там все равно требуют как бы то ли рисунок, то ли поделку, и это. Всегда есть работа, да? А кто вы по своей профессии, по первой? Я училась на ювелира-монтировщика в далекие годы. И еще второе парикмахера, точнее. Лена, вы творческий человек. А вы хотели бы работать в каком-то коллективе или вы хотели бы работать сама, как фрилансер, предлагать свой продукт заказчикам? Мне кажется, в первую очередь лучше в коллективе поработать. Вы хотите работать в коллективе, в постоянном? Да. Нет, не постоянном, а начинать с коллектива. Есть ли что-то тревожное в коллективе, в том, чтобы работать в коллективе? Да, страх есть. Это как выходить из такого кокона, что-то, рождение из уютного такого пространства, где вас все очень любят, где, наверное, даже и не очень критикуют, да? А теперь вы выходите сама в такое пространство, где кто-то будет, возможно, критиковать, да? И там не так тепло, вот как именно дома. Критика, вот критика или что-то там не получится у меня, да?
А так я человек, как бы привыкаю быстро, схватываюсь, если суть дела понимать. Вы обучаемая. Да, да, Ага, вы обнаружили, что быстро учитесь. Да. Мне кажется, что человек, который не упирается и не спорит, нет, я все сделал правильно, а наоборот слышит замечания и готов доделать, доработать, получает не критику, а наоборот симпатии. Да, симпатия руководства. Это очень ценное качество. И многие руководители, когда ищут работников, они говорят, я хочу найти того, кто будет слышать. Да? Дело не в том, что ошибки делаются, а в том, чтобы их исправлять и реагировать на замечания нормально. А у вас уже это качество есть. Вы обучаемые и не конфликты. Да, да, да. Я думаю, что вы сейчас в таком состоянии, когда, вот, допустим, если мы с вами бы ныряли в речку, сначала холодно было бы очень, мы бы Да, там да. замерзли бы и орали от потом всё холода, равно да, а привыкаешь. потом организм привыкает. Да, да, да. И вот этот период адаптации к новому Месту, месту, да, месту. и к людям, и к тому, что вас оценивают, он непременно идет с волнением. Да, и у этого волнения даже есть свой срок. Есть сроки, которые уже вот измерены, средние, это 9 месяцев. 9 месяцев. Вы привыкаете. Мне кажется, 9 месяцев это долго, что ли. И хочу вам сказать, что вы постоянно проводите время в коллективе. Да? В коллективе у вас 6 детей, да, на которых нужно терпение, индивидуальный подход. То есть я хочу обратить внимание на те ваши навыки, умения, которые у вас уже есть, хотя, может, вы так к ним привыкли, что не обращаете на них внимания, а они есть. Да? Умение ладить с самыми разными людьми, еще разных возрастов, уже пригодится. А теперь остается получать такие технические умения, например, выбирать коллектив, например, выбирать работодателя, подходит, не подходит мне это предприятие, потом пройти первый звонок холодный, собеседование, навести справки, попасть на прием к руководителю и задать вопросы, и ответить на его вопросы. Теперь настанет такая техническая пора, где нужно просто знать, что, зачем делать. Идет? Идет, идет, конечно. Хорошо. Согласна с вами. Откладывать серьезное дело в долгий ящик не стали и решили устроить Лене собеседование с работодателем. Меня зовут Елена Винокурова, и я узнала, что у вас есть вакансии, и какие вакансии хотела бы узнать у вас. Елена, меня зовут Екатерина, очень приятно. На сегодняшний день у нас есть вакансия администратора гостиницы. Скажите, пожалуйста, какое у вас образование? У меня образование среднеспециальное, училась на ювелира-монтировщика и на парикмахера. Ваше последнее место работы? На ювелира. Вы работали ювелиром. Как долго работали на этой вакансии? На ювелире я работала год. Как давно уволились? Это давно, так как я уже многодетная мама, да, и я уже давно сижу по уходу, и хотелось бы найти пока временную работу. То есть у вас большой перерыв в трудовом стаже да. в связи с декретом. Скажите, пожалуйста, какой вы пользователь компьютера? То есть знаете ли вы какие-то программы, может быть? Да. Вы свободно владеете? Да. Какие у вас сильные стороны? Какие у вас есть качества? Сильные стороны? Да. Легко нахожу общение с людьми, очень ответственная и коммуникабельная. У меня еще есть такой вопрос. Как вы относитесь к стрессу на работе и как вы с ним справляетесь? К стрессу я отношусь как бы спокойно, стрессоустойчивая я. Елена, я бы хотела вам еще задать вопрос. Есть ли у вас вредные привычки? Вредных привычек у меня нету. А еще такой вопрос. Вы сказали, что вы многодетная мама. А если так случится, что кто-то из деток заболеет, у вас есть кто будет ухаживать? Либо же вам нужно будет отлучаться от работы и брать больничный? Но я думаю, что
Если в таком случае никого не найдется, то придется, да, брать больничный, к сожалению. Хорошо, Елена, спасибо большое, что ответили на мои вопросы. Мы сейчас рассматриваем несколько кандидатов, и по итогу рассмотрения мы обязательно с вами свяжемся. Хорошо, очень буду надеяться, что я вот подойду. Спасибо вам. Всего До доброго. свидания. До свидания. Возьмут ли Елену на работу, пусть даже временную, по итогам собеседования мы не знаем. Однако она прошла первое испытание и преодолела свой страх. А это главное. Когда я узнала, что у Лены целых 6 детей, я представила себе целый ворох запросов, зная, как устроена жизнь многодетных мам. Это может быть и воспитание детей, или какие-то могут быть сложности с кем-то из детей. И, наверное, все-таки, топ возглавляет родительская усталость. Может быть так, да? Может быть, вот этот дефицит внимания себе и времени на себя, он привел к каким-то накопившимся, может быть, неразрешенным личным задачам, да? Может быть, какие-то личная творческая жизнь, какой-то досуг Елены, может быть, пострадал, да, и она хочет уже изменить свою жизнь. Поэтому я думаю, что у Лены впереди очень насыщенный и в чем-то напряженный период ее жизни. Да? Она хотела бы избавиться от тревоги, да? Но в период адаптации тревогу все равно она будет испытывать. Да? Все равно нужно принять и понять, что волнение будет. Оно нормальное, потому что это социальная тревога, да? Быть принятой другими людьми. Это каждому человеку важно. И здесь очень важно быть терпеливой, бережной к себе и дать себе время. Да? И, возможно, даже перепробовать какие-то разные вещи и разные места работы. Она мне помогла воспринимать себя такой, да, и не волноваться в любых начинаниях, со страхом справиться, бороться со страхом, и все очень хорошо. После полученной порции стресса Елена хочет побыть со своими детьми. Им мы предлагаем пойти на пикник вместе с нутрициологом. Юлия Заболоцкая-Избекова. Доказательный нутрициолог. Знает, какое питание помогает стать здоровым, а сочетание каких продуктов может быть исцеляющим. Дает консультации по составлению правильного рациона. Подскажите, пожалуйста, как правильно питаться? У меня вот много детей, и они все по-разному кушают. Кто-то мясо не кушает, кто-то яйцо не кушает. И как это можно, сбалансированное питание в меню? У детей бывают вкусовые предпочтения, они у всех разные, сугубо индивидуальные, так же, как и у взрослых людей. Да? Давить ни в коем случае не надо, надо просто детям предоставлять право выбора в какой-то степени. Поэтому хорошо, если детей, например, с детства приучать к овощам и фруктам, да? К разным крупам. Давать им пробовать. Красные крупы. Крупы, да, крупы, например, не только там рис, гречку покупать, да? Можно покупать же овсянку, например, булгур. Потом существует перловка та же, да? Давать пробовать. Перловку вообще не любят. И многие не любят. Макаронные изделия не избегать, да? То есть получается разнообразить гарниры, разнообразить обязательно фрукты и овощи. И ребенок начинает есть тогда, когда просто родители, самое главное, едят. То есть если родитель, допустим, что-то не кушает, ребенок тоже будет пытаться избегать этот продукт. Например, вот эта черная булочка, она сделана из 2 видов муки, из ржаной и пшеничной. Ее стоит попробовать на природе, потому что на природу, например, с собой надо брать целиковые овощи, фрукты, чтобы туда бактерии не заносились, да, в ходе перевозки. Так безопаснее. На месте же можно ее порезать, и сделать из нее такой вот бутерброд выездного дня. Он более полезен, конечно, в нем, но при этом стоит помнить, что он достаточно калорийен. То есть вот эта вот булочка, она для ребенка может для маленького ребенка заменить почти что там какой-то полноценный перекус. Да? На такой бутерброд можно сверху положить, например, помидорку, и она станет красивее.
Оп. Смотрите, у помидора глаза. Вот еще хлеба. Тебе сделать глаза? Давай. Так, дети, что-нибудь хотите пить? Сок? Что любишь? Тут смотри, мы на выбор взяли яблочный и вишневый. Какой лучше? Вишневый. Вишневый? Угу. Мне тоже. Давайте. Всем вишневый сок, да? Угу. Вот соки, которые продаются в таких пакетах, они, в принципе, не сильно вредные. То есть детям их там избегать, исключать из рациона не обязательно. Просто надо помнить о том, что когда ребенок небольшого размера, тогда ему сока нельзя много давать, потому что он содержит рафинированный сахар и может перебивать у ребенка аппетит. Сахар же содержит много энергии. Но для пикника, в принципе, это почему нет? Тоже как такое микрособытие. Опять-таки, вы не запрещаете продукты, да? И газировку лучше не пить. Газировка, да. Газировка очень, ребята, вредная. Вредная, да. Угу. От газировки потом идешь к стоматологу и чинишь зубы, потому что от газировки возникает кариес. Что можно в рацион питания ребенка, да, например, если он не кушает мясо? Вместо этого как-то, белое мясо кушают, а вот говядина там, да, она твердая же, не очень кушают. Некоторые кушают, а некоторые нет. Хорошо. А пельмешки? Пельмешки они вообще обожают. Пельмешки классная альтернатива, да. Ребенку мясо может не нравиться из-за грубой структуры, красное мясо. Можно вводить, например, постную свинину, начинать с нее, она более мягкая, да. Вот пельмени, например, хорошая еда, пирожки. Пирожки, конечно, лучше печеные, но лучше их делать печеными, да. Я всегда жарю почему-то. Жарить это в Якутске такая традиция случилась, а так они, конечно, более будут безопасны, когда они печеные. Если ребенку, допустим, нравится рыба или курица, это вообще отлично, потому что он, соответственно, сразу будет привыкать к какому-то биологическому разнообразию. Любовь к рыбе, я считаю, надо все-таки воспитывать, потому что если, допустим, у родителей на столе не было рыбы, да, нужно начать потихонечку себя. Можно тогда начать просто с рыбных консервов, как вариант, да. Во-первых, они готовые, во-вторых, просто чтобы организм привык. Небольшая дозировка. Резко же нельзя вводить новые продукты, взрослому тоже резко нельзя, да. А потом уже потихонечку переходить, там, может быть, на рыбные котлетки, да. Потом, может быть, рыбные оладушки, какой-то пирог с рыбой. И потом уже потихоньку перейти к цельным рыбам, потому что цельная рыба, по идее, она, конечно, будет полезнее. Фрукты, овощи, как можно по очереди, да, давать? Не все же сразу, да, как бы. Да, не все сразу. Обязательно в рацион. Смотри, вот, допустим, у вас семья большая, вам, наоборот, очень удобно. Потому что вы можете формировать фруктовые тарелки. Да. Мы же фрукты можем дома разделить на кусочки, и каждый может просто попробовать кусочек. И, например, на завтрак грушу и яблоко поделить на порционные кусочки и посмотреть то, что съел. Если кому-то понравилось больше, да, возможно, там докупить. Потому что сразу ребенку давать большие порции фруктов и овощей нельзя. Он должен сначала попробовать. Во-первых, может быть, не понравится то, что оно кислое, да. Сорта же разные, бывают более сладкие, бывают более кислые, да. Стараться потом, например, ту же грушу при возможности покупать разных сортов. Каждый себе что-то там выберет, да. И привычка, она возникает из-за того, что ты просто, привыкаешь видеть разное, грубо говоря, да, пробовать и не бояться. Каждый ребенок — это индивидуальность, это личность, да. У каждого ребенка всегда будут свои внутренние предпочтения, желания. Это будет распространяться на еду тоже. Конечно, подстраиваться под каждого в семье члена невозможно, но учиться детей коммуницировать, учиться правильно их выражать эмоции, чтобы они понимали свой организм, да, что им хочется, не хочется, нравится, не нравится. Вот это все можно реализовывать, в том числе через еду. И формировать у ребенка правильное экологичное отношение к себе, правильно учить его выбирать продукты, да, вот это все можно реализовать, конечно. Получив полезные советы по питанию детей у нутрициолога, участница нашего проекта знакомится с еще одним специалистом, тренером. Сардана Осипова, мастер спорта России по масс-рестлингу и пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса по армлифтингу, чемпион Европы, автор мировых рекордов. В детстве мечтала стать актрисой. Окончила колледж культуры и искусства с красным дипломом. Считает, что великую актрису в ней победил спортсмен, персональный тренер и тренер групповых программ.
Так как Лена по большей части находится пока дома, ей важно не терять время на походы в спортзал. Здравствуйте, Сардана. Меня зовут Елена, мне 36 лет, и я мама 6 детей. И у меня к вам вопрос такой. Можно ли заниматься дома самостоятельно, если нет возможности заниматься в спортзале? Здравствуй, Елена. Я очень рада видеть тебя сегодня. И хочу сказать, что действительно это возможно заниматься дома. Немножко поделюсь от своего опыта. Когда я тоже родила ребеночка, я начинала все свои тренировки, находясь дома. И сегодня я покажу тебе несложные упражнения, которые можно спокойно, в спокойных обстановках, не имея особого инвентаря, заниматься и накачать те же мышцы, те же группы мышц, допустим, мышцы ног, мышцы рук, мышцы живота в домашних условиях. И сегодня мы начнем с упражнений мышц ног. Носочки выходят за коврик. С этого положения мы садимся. Как будто пытаемся сесть на маленький стульчик и встаем. 1, 2, хорошо, 3 и 4, хорошо. Покажу еще одно упражнение, которое можно выполнять вместе со стульчиком. Ставим стульчик перед собой также, поднимаем правое колено и вытягиваем его назад. Таким образом мы накачиваем свою ягодичную мышцу. Чувствуете натяжение? Хорошо. Вперед. 2. Сделаем 5 раз на каждую ногу. 3. 4. И еще 1. 5. Хорошо. И вторая нога. И 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Прочувствовали? Да. Хорошо. Со стулом можно выполнять разные упражнения. Кому очень тяжело делать приседы перед стульчиком, можно сесть, встать. Это более щадящий вариант. Но мы с вами перейдем к следующему упражнению. Хорошо? Хорошо. Мы садимся на диван, выставляем одну ногу вперед, так, чтобы она была прямая. Это показатель того, на какой отрезок мы должны отвести ногу. Ставим вторую, отвели ягодицу и опускаемся вниз. И поднимаемся. 1. Работают мышцы трицепсы, мышцы рук и мышцы спины подключаются. Хорошо, сделаем еще несколько раз. И еще 1 раз. Отлично. И еще, как подтянуть мышцы груди, да? Это очень хорошо поможет отжимание. Вы умеете отжиматься? Нет, не умею. Не умеете? Хотите научиться? Ну да, хотелось бы. Как выполнять правильно отжимания и с чего начинать вообще? Мы можем поставить руки на диван или же на кровать, поднять, отойти на нужное расстояние, держать корпус ровно и отжиматься. Опустились и поднялись. Опустились и поднялись. Давайте теперь попробуйте вы. Да, хорошо. Хорошо, ставим руки. Корпус держим ровно и вместе с корпусом напряги мышцы живота, опускаемся и поднимаемся. 1. Отлично. 2. 3. Хорошо, попробую теперь поставить поуже, и локти идут параллельно корпусу. И так же, да? Да, и так же. 1, 2, еще 1, 3. Хорошо. Почувствовала разницу? Да. После того, когда нам становится выполнять уже этим способом намного легко, мы можем перейти на следующий уровень. Это отжимание от пола. Тоже опускаемся и поднимаемся. Да, так сложнее, поэтому
вам будет легче начать вот с первого варианта, и дальше, когда станет уже легче, переходите на этот уровень. Как после родов можно убрать низ живота? Это у меня самый проблемный вопрос. Можно спокойно избавиться от этих проблем, выполняя упражнения на мышцы живота, мышцы кора. Сейчас я их покажу вам. Садимся в это положение и опускаемся на локти аккуратненько. И начнем также с легких упражнений. Поднятие колен к себе и опускание. Сделали 15-20 повторений. Затем немножко усложняем упражнение. Хорошо. С этого положения мы поднимаемся из локтей на ладошки. И коленки при этом тянем мы на себя. Готово? Вот таким образом. Раз. Делаем немножко. Раз, два, три. И еще один. 4. Таких тоже делаем 15-20 упражнений, повторений. И пресс будет хорошо гореть. Хорошо. Ставим правую ножку вперед. Носочек убираем вниз. Потянулись ручками вверх. Хорошо. Вперед. Левая рука назад. Хорошо. Потянулись, потянулись. Ага. И теперь правая рука назад. Хорошо. Снова ручки в замок и вверх. И за спину. Вытянули. Хорошо. Поставили ручки. Носок подняли. Ножку убрали под себя. И легли. Натягиваем. Стараемся ближе носок в сторону убрать, для того, чтобы растянуть ягодичную мышцу. Хорошо. Хорошо, поднимаемся. Поднимаем сзади носочек и натягиваем на себя. Хорошо. Как тянется вверх? Отлично. Сядем в бабочку. Потянем. И как бабочка крылышками помашем. Да, хорошо. Потянем ножки и сделаем вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. И еще раз вдох. На такой ноте я говорю, что сегодня наша тренировка в домашних условиях закончилась. И пожелаю вам, чтобы эти упражнения вы каждый раз выполняли дома и набирали сил, становились каждым разом лучше, стройнее. И чтобы ваши детки, ваши дети смотрели на ваш пример и тоже следовали всегда за вами. Очень спасибо большое, Сардана. Ваши упражнения я буду тоже дома самостоятельно делать. И очень хорошее упражнение. Вы мне очень помогли. Ты молодец. Спасибо. Сегодняшняя наша тренировка прошла очень замечательно. Лена с легкостью выполняла все те упражнения, которые я давала. И я считаю, что она многое узнала для себя, что возможность и есть тренироваться дома. И кажется, я очень надеюсь и думаю, что она будет применять это в практике у себя дома. И не только дома, и со временем начнет посещать и тренажерный зал, и делать также утренние пробежки. Тренировки очень легкие, да, но все равно все мышцы работают при этом. И думаю, что я буду дальше продолжать так делать дома, заниматься, и думаю, что очень поможет мне. Спасибо тебе, Сардана. Далее наша героиня спешит на встречу со стилистом. Елена давно не надевала нарядные платья и костюмы, ведь ее рабочая одежда в последние годы больше домашние халаты и тренировочные штаны. Дора Николаева – дизайнер, стилист, консультант по имиджу, владелица авторского ателье. Каждая выпускаемая ею коллекция производит фурор не только в Якутии, но и за ее пределами. Постоянные клиенты модельера, известные представители бизнеса, политики и звезды якутской эстрады. Здравствуй, Лена. Я так и знала, что ты такая будешь спокойная, такая умиротворенная, вся такая
немножко правильная. У тебя сколько детей? У меня 6. 6 детей. Как так возможно? Такая молодая уже 6 детей. Так, вот я вижу, ничего яркого нету, ничего такого нету. Джинсы, куртка, футболки, все, больше ничего нет. Ну и платье вот ты специально, наверное, сегодня надела. Ну вот, смотри. Ну это вот мамочка, футболочка, даже с детским таким рисунком. Тут, ну, как он, и стандартный гардероб домохозяйки. Мама маленьких детей. Да, хочется как-то света добавить. У тебя цвет кожи светлый, оказывается, да, светлый. Тебе вот такие цвета тоже пастельные якуткам, нашим, да, вот якутяночкам. У нас цвет кожи такой темненький, желтенький, да. Нам такие цвета не идут, вот такие пастельные тона, такие песочные, например. Вот этот такой цвет, например, да, вот темненький мне идет, а вот тебе идет. Надо пользоваться вот такими вот светлой кожей и вот такие цвета вот тебе. Черный цвет я бы не советовала, например. Надо света добавить в гардероб, я так думаю. Я подобрала в магазине Элис для тебя специально образ один. Вот померяешь и посмотришь, хорошо? И вот смотри, кардиган этот можно носить всяко разно. Вот так вот. Ты же молодая? Да. Немножко вот так, немножко вот так вот. Сами 2 цвета взяла. Тут красный у тебя присутствует, ну, чтобы яркости добавить. Если ты яркие вещи не носила, надо уже начинать носить. На встречу с подружками, с мамочками. У вас же есть, наверное, какие-то тусовки свои, среди мамочек. И можешь вот так прийти, удивить своих подружек. Как тебе? Непривычно как-то, да. Ну, не знаю. Да? Не наденешь? Не знаю, я бы не рискнула, что ли, как-то. Да? Ага. Лена, готова? Да, Вот, готова. смотри. Как тебе? Ну, как-то необычно. Я ни разу такие тона яркие, да, не одевала. И, ну, не знаю, мне... Да? Да. Пока непривычно как-то, да. Ага, ну вот смотри, можно вот кардиган, да, вот так вот носить, скоро осень, а такой пижамный стиль, вот это вот, да, штанишки такие свободные, и топ такой, сейчас очень актуально, да? Запишись на персональный шопинг со стилистом в Элис. Известные стилисты помогут собрать функциональный гардероб, в котором каждая вещь будет работать, а не висеть в шкафу годами. Вы сэкономите свое время и деньги. Бесплатно, только в Элис. С Леной немножко были недопонимания, то бишь она, я думала, я хотела ее как-то, ну она и так уютная, да, уютная для своих детей мама, для мужа жена, всем удобная получается. Я хотела ее немножко девочкой сделать, ну такой свободной немножко, да. Сперва она как-то не приняла этот образ, да, потом говорит, вот уже вот время проходит, она говорит, оказывается, я уже влюбляюсь, говорит, мне этот наряд нравится, я могу так, уже она сама уже думает, как будет это комбинировать, как это будет смотреться с чем-то, но это уже хорошо, если человек это понял и принял. Я ожидала, конечно, что-то другое, да, но получилось, мне кажется, очень-очень вообще круто. Мне очень понравилось. Я сначала почувствовала, как-то это мне не идет, да, что-то это вроде, да, но потом я подумала и как-то уже другими глазами увидела, оно вообще классное вообще. Далее наша героиня спешит навстречу с визажистом. Елена призналась, что никогда еще не наносила яркий макияж и немного робеет. Кристина Соколова-Сергеева. Визажист. Любую женщину превратит в звезду. Ведет блог о красоте и косметике. Обучила макияжу более 1000 женщин.
Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, Лена. Это ваш повседневный макияж? Да, я обычно так крашусь. Хорошо. И вы мне принесли вашу косметичку для обзора. Покажите, пожалуйста, каким средством вы пользуетесь чаще всего, ну вот ежедневно? Чаще всего... Вот можете прям достать, показать. Хорошо. Ну, чаще всего я пользуюсь как тон, да? Тон. Отлично. И так, для бровей вот серии, тени серии. И для глаз обычно я карандашом вот таким. Карандашом Да, делаете, делаю, хорошо. да. И на губы вы наносите На губы карандаш? Нет, не карандаш, обычно вот такой помадой. Или вот такой. Но это не часто. Губы я вам рекомендую наносить, на губы рекомендую наносить сначала карандаш для губ, по контуру прорисовывать, да. Если посмотреть, то у вас очень милые детские губы, их можно чуть-чуть увеличить. И если вы наносите помаду чисто вот на губы, на голые губы, можно сказать, у вас губы еще меньше уменьшаются. Поэтому я вам рекомендую сначала карандашом прорисовать по контуру и даже выйти на миллиметр, на миллиметр-два, вот особенно верхние губы немножко увеличить. Можете даже не прямо вот по контуру, да, прорисовывать, вот как уголочек, смотрите, у вас так вот идет, да, а немножко округлять верхние губы. Покажите, пожалуйста, какими движениями наносите тон? Я обычно вот так сначала точки делаю, да, и вот так по линии вот этих, и вот так сверху, снизу вверх, точнее, вот так, и вот так, и носик вот так. Поэтому у вас тона совсем не остается на коже. Я вам рекомендую движение делать припечатывающее, тогда у вас, ну, тон останется. А если вот так вот просто делаете, то просто размазываете по лицу, получается. У вас шикарные густые брови. Тут даже особо красить не нужно. Достаточно просто гелем уложить прозрачным и кончики немножко подрисовать. Немножко, вот можете вот здесь вот немножко добавлять. Чуть-чуть их спускать, тогда они у вас будут добрые, милые брови, ну, как вы и сама. По глазам у вас шикарные зеленые глаза, хочется их выделить, да. Для этого подойдут более коричневые оттенки. Можно даже смоки сделать. Давайте мы сегодня попробуем, да, и посмотрим, как на вас это все будет смотреться. Она сидела на макияже и просила, чтобы ее не красили ярко. Она говорит, не надо меня ярко красить, не надо. Мне кажется, вот ей нужно вытащить себя, свое настоящее я, ярче краситься, чем она это делает каждый день, и ярче одеваться. Я не видела себя в зеркале и волновалась, боялась, как же я буду выглядеть, если посмотрю на себя в зеркале, да, не будет ли слишком как бы вульгарной, яркой, да, необычной, да. Потом она все закончилась сделать, да, и я повернулась к зеркалу. Я увидела, конечно, была в шоке, но как-то внутри у меня все вот так, эмоции как так и нашкаливали, да, и как-то я не показала, что ли, сильно, да, вот этот свой образ, да, ну, эмоции. А так вообще внутри все у меня кипело, как бы, вау, ничего себе, это я, что ли? Да ну! Вот так. Похоже, занятия с визажистом не прошли даром. Елена уже задумалась еще об одной профессии, которую хотела бы освоить в ближайшем будущем. Как бы ни было, наша героиня поняла, что судьба дает ей новые возможности, воспользовавшись которыми она может дальше развиваться, открывать в себе другие способности. Окрыленная и преображенная наша многодетная мама впервые в своей жизни идет на профессиональную фотосессию. Сергей Шарин – один из самых востребованных фотографов Якутии. Более 10 лет занимается фотографией профессионально. Запечатлеть торжественные моменты жизни многие доверяют именно ему. Умеет видеть красоту вокруг, ловить момент и останавливать время. У меня сначала вопрос возникает. Ты раньше фотографировалась? Раньше нет. Раньше нет. Профессионально нет. Ага, хорошо. Вот. Для всех фотографий обычно бывает, ну, надо сначала полные ростовые поснимать, потом средние кадры, потом портреты. Хорошо? Я буду командовать. Хорошо. Вот. Давай начнем сначала. Я хочу более-менее
кадр боковой, поэтому можешь чуть-чуть развернуться в ту сторону. Да. Ну, прям еще больше развернись, немножко еще больше боком. Можешь руки немножко в бок вот на перекладине вот так увести. Нет, наоборот, развернись. Больше так. вот Да, так. во-во. Ага. Чтобы немножко спина могла упасть в локоточек. Нет. Во-во. Падай. Не бойся. Ой, не бойся, вот, ага, хорошо. Можешь одну ножку вот на меня больше потянуть, ближе, выше потяни, чуть-чуть коленочки. Нет, коленки ближе друг к другу и выше к себе, немножко вот так. Вот так, ага. Все. Подбородочек немножко тяни. И локоточки пошире можешь поставить. Так, я сейчас кое-что сделаю. Вот так, ага. Вот, отлично. Сейчас на фоне вот этой красивой люстры вот так. Ага. Благодаря такой люстре, вот это более-менее такая прям очень богато, дорого будет смотреться вот эта сама поза. Я почувствовала себя как фотомоделью. Я позировала так и так. Он говорил, я слушалась, его слушала. Главное же надо слушать, да, фотографа и как бы вместе работать. Мне кажется, люди, у которых многодетные люди, они больше любят жизнь, возможно. И поэтому они прям выглядят так вот жизнерадостные, веселые. Лена вот такая очень жизнерадостная, такая веселая. Сразу поблагодарила меня за то, что классно поснимал. Кадры у нее получились прям чуть ли, скажем, женщина очень на пафосе, может быть, да? Вот, скорее всего, у нее такие кадры. Теперь, полностью преображенная в нашем проекте, Елена должна предстать перед своими детьми, мужем и родными. Лену встречаем! Она очень изменилась, я ее даже не узнал и вновь влюбился в нее. Лена, это не все. Вот образ полностью, в котором ты стоишь, это в подарок от проекта. Ты оставляешь это себе. И плюс к этому сертификат от ювелирного дома Керге. Да, и диплом участника и цветы, букет. Чтобы тебе помогли преображение вот это. Любая женщина, где бы она ни жила, замужем она или нет, имеются ли у нее дети, а может быть нет, достойна счастья. И мы очень надеемся, что после этой программы жизнь у Елены заиграет новыми красками. Ведь она почувствовала себя настоящей, живой и с помощью наших экспертов обрела уверенность и уже не боится реализовать свои мечты. А кого мы будем преображать в следующем выпуске проекта, вы узнаете уже на следующей неделе. Смотрите телепроект «Я» на телеканале Якутия-24.